Гордость Тамбонского района и всех связистов, ветеран Отечественной войны, почетный гражданин Тамбонского улуса и поселка Хандага Любовь Николаевна Калабина. Она единственный из оставшихся фронтовых солдат в нашем районе. Стойкий оловянный солдатик, как она себя называет, 28 сентября 2021 года отмечает столетний юбилей. Во время войны Любовь Николаевна Калабина служила зенитчицей в отдельном зенитном дивизионе войск противовоздушной обороны. Принимала участие в обороне и прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. Любу Калабину в девичестве Толстоброву на фронт призвали молоденькой девушкой 19 лет из Горьковской области. До войны она работала в телефонной станции и была определена в зенитный артиллерийский полк. О том, что она попала в самое кровавое пекло войны, Люба узнала в первый день прибытия в часть. Бомба прямым попаданием в пушку убила 7 человек. Там же надо, знаете как, кричать надо, даже если ты сидишь в землянке, принимаешь вот от разведчика, принимаешь те данные, потом передаются это с дивизиона, вот наушники так висят, тут трубка. Какие там наушники тогда не было, трубка, привязанная с этим лентой от противогаза. И одна трубка на это ухо, другая на это. И вот должна кричать, чтобы это слышал разведчик. Громко, громко в голоса. Надо было вот, когда еще вот стреляет, а если стоишь вот как разведчик, то надо перекричать всех, чтобы услышал комбат все эти данные, все откуда с других, вот, допустим, точек передают, какой самолет где летит. Самые суровые годы войны пришлись на 1942-44 годы, рассказывает наша героиня, когда война так осточертела, и каждый думал: «Господи, когда же все закончится?» Второй дивизион Любовь Николаевны в 1942 году стоял на обороне при массовых налетах вражеской авиации на оборонные объекты станции Вайбакала. А в 1943 году отстоял Волховскую ГЭС, мост через реку и железнодорожный узел города Волхова Ленинградской области. Это была настоящая бойня, вздыхает она, даже через 70 с лишним лет, содрогаясь от пережитого ужаса. В 43-м году переехали где-то под Волхов, когда вот уже было такое критическое положение. Надо было обязательно уберечь мост через реку Волхов и Волховскую ГЭС. Если бы вот этот мост разрушили, то бы вряд ли отстояли наши, потому что все продовольствие, все это снабжение, это Ленинградский фронт, все бы накрылось, потому что дальше уже нет дорог, только через этот мост все шли. Сильно были страшные налеты, бесконечные налеты, были бесконечные обстрелы из дальнобойных, били. Это самый тогда вот озверел фашист, что у него уже крах вот ему был. Он все силы стянул, чтобы только отстоять Ленинград не дать, чтобы освободили. Наши старались, и немцы тоже старались удержать это все. Там такое страшное было, налеты такие были, налетали как по несколько этих эскадрилий. Вот, там такое есть выражение «звездные налеты». Это вот налетают со всех сторон самолеты. Звено с одной стороны, с другой стороны налетает. И вот тогда очень было страшно. Во-первых, нашей батарее было тяжело, так как у нас одной пушки не стало, так на батарее 4 пушки, а у нас осталось 3 пушки. Не дают, другую не заменяют, потому что нет. Пока это отремонтировали. Трудно было. Надо же отражать все эти звенья, стрелять. А вы что чувствовали? Да, в это время, сказать, мне некогда чувствовать чего-то, потому что все заняты. Такой налет, так тут бегаешь. Если, допустим, вот я была в связи, разведка, если я не надержусь, то я обязательно идешь или вот там снаряды подаешь, помогаешь, или что-то такое. Где-то в другом месте что-то помогаю. Тут уже, если по тревоге, то все заняты. Там чувствовать что-либо, даже смотреть на самолет, где он есть, некогда, нет времени.
Люба Толстоброва слыла самой шустрой. В дивизионе за любым донесением всегда отправляли маленькую, бойкую Любашу. Ее, пожалуй, можно назвать везучей. Пройдя сквозь ад войны, осталась не только жива, но ни одного ранения не получила, только царапины. Не раз она была на волосок от смерти, но судьба ее хранила. Не зря говорят, смелого пуля боится. Один раз вот пошла я по Свиной тоже. Туда я прошла, часть стояла на отдыхе какая-то. То ли на отдыхе, то ли пополнение, может, пришло. Таких, ну там, в кусиках, в ельничках. Обратно иду, и там все изрыто, это место. Видимо, была бомбежка, и всех разбомбили. И лежит такая здоровая дура-бомба, как раз почти на моей дорожке. Я стояла, думаю, что делать, куда, то ли обратно возвращаться или как обойтись. И вот стояла, думала. А она не так лежит, она вот так стоит. В землю так вот волосы, а это стабилизатор, так, хвост оперения торчит. Думаю, ну что же делать-то? Неохота. И я потом так немножко кругом, а там была поляночка, лужайка, как я стриганула. За войну защитники неба 4-й гвардейской батареи 2-го отдельного зенитного дивизиона уничтожили 19 вражеских самолетов. За боевые подвиги по охране воздушных рубежей Ленинграда батарея Любовь Николаевны получила звание гвардейской. В боевой характеристике от 1945 года командир 4-й батареи отзывается о ефрейторе Любовь Николаевне как выдержанном, дисциплинированном бойце, отличном связисте, обеспечивающем бесперебойную связь командного пункта батареи с командным пунктом дивизиона. Ее вклад в победу отмечен орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за оборону Ленинграда. Мы служили не за награды, мы за Родину боялись, за нее дрались. Вот как Любовь Николаевна оценивает свой вклад в победу. Долгожданный победоносный май она встретила под Волховом. О конце войны в 4 часа утра однополчане узнали от Любаши, дежурившей в ту счастливую ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Спасибо за мирное небо над нашими головами. После войны Любовь Николаевна связала свою судьбу с узлом связи. В Хандыгу Любовь Николаевна переехала с семьей из Дальнего Востока в 1960 году. Всю жизнь она проработала в районном узле связи и даже выйдя на заслуженную пенсию, продолжала трудиться начальником почтового отделения в селе Новый Энгинского наслега. Стала заслуженным работником связи Республики Саха-Якутия, почетным гражданином поселка Хандыга и Тампонского района, ветераном труда. Раздевайтесь. Нет, Разувайтесь. мы вас поздравить, да, с наступающим праздником, Днем Спасибо. Победы. Благодарим вас. Придете, чай попьем. Благодарим вас от всей души за то, что вы защищали нас, нашу Да. Родину, что мы благодаря вам живем, А то существуем вы чай и развиваемся. Ага, это вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, Спасибо. желаем вам самое главное здоровья. Да. До свидания. До свидания. Никаких нам ни подарков, а вот это самые лучшие подарки. Когда относятся так хорошо, с таким теплом, чувствуешь, что у тебя кто-то есть, о тебе кто-то заботится. Вот это все. Это самое дорогое для нас, стариков. Я очень горжусь тем, что она действительно вот сегодня рядом с нами проживает. Живая легенда, настоящий герой. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде я несколько раз была. Это красивейший город не только в России, в Европе, наверное. Жители какие эти ленинградцы. Вот действительно, какой красивейший город она отстояла. Дай Бог ей в дальнейшей ее жизни здоровья на долгие лета. И чтобы она всегда была рядом с нами. Любовь Николаевна Калабина всю жизнь была заядлым рыбаком, ягодником и грибником. До 95 лет почти ежедневно ходила на рыбалку. Дома я сидеть не могу, потому что лежать я не могу. Я пойду, там хорошо, погода хорошая. Вон вчера какое солнце было вчера. Там посидишь, подышишь свежим воздухом. А здесь по поселку болтаться я не могу.
что там. В 12 ухожу на Алдан. Автобусом ездим. У меня там вон есть подружка еще одна, Валентина Селиверстова. Я не могу... Валентина, мы придем, она как сядет, она сидя рыбачит, а у меня не получается. А на свои юбилеи любит от души веселиться. Сейчас живет с дочерью и внуками. Любовь Николаевна Калабина – живой пример мужества, доблести и чести. Она, несмотря на возраст и болезни, старается сохранять бодрость духа и оптимизм. Такая солдатская закалка.